гостях у Галины Лукиничны и Якова Михайловича Рыбкиных. Галина Лукинична, расскажите, пожалуйста, нам, откуда вы приехали, когда и кем здесь работали вдвоем? Ну, я, во-первых, родилась в Якутске. И в Якутске закончила учительский институт. И по назначению поехали мы с мужем в Обыйский район. В Обыйском районе мы проработали 3 года. Я начала работу там, в школе, а Яков Михайлович начал работу в связи, там работали. После этого мы приехали сюда, в Мегино-Канкаласский район. И вот в селе Майя мы живем с 1958 года. В этом году исполнилось 40 лет, как мы живем в селе Майя. Конечно, очень много знакомых, очень много близких, которых хорошо к нам относятся, мы к ним относимся хорошо. И всю жизнь прожили здесь. Я работала в школе. В школе вот уже 43 года как проработала. Очень много моих учеников здесь в селе Майя, которые сейчас работают, разные должности занимают, конечно. Очень много таких детей. Много, которые стали учителями, врачами. Много выехало за пределы. Многие получили очень хорошее образование, высшее образование, это ученики. А так, у нас в семье 4 детей, 2 сына и 2 дочери. Мы очень довольны. И каждый получил образование у нас. Но с нами сейчас никого нет. Старшая дочка живет у нас в республике Коми. У нее 2 детей. И взрослые уже дети. Внук в армии служит, Дмитрий. А дочка Света живет в Новосибирске. У нее сын Витаха растет, в школу ходит в 5 класс. В городе живут сыновья Антон и Стасик. Так что все пределы, как говорится, сыновья женаты, дочери замужем. Что еще нужно? Конечно, хорошо. У нас 4 внуков. Так что все хорошо. Все же мы живем, это 43 года уже вместе. И я очень довольна тем, что, значит, мы вместе, это хорошо, правда? Для каждой женщины это хорошо, когда вместе. Вот самое первое хорошее то, что мы вместе. Второе хорошее то, что у нас есть дети. И третье хорошее это то, что у нас есть внуки. Это самое главное. Яков Михайлович, а вы где работали и как здесь? Мы познакомились. Я уже и не помню где. В общем, в городе. С 49-го года я в связи работаю до января 85-го года. Потому что на пенсии. Ну и сейчас баклуши бью, ничем не занимаюсь. Нет, дома. Баклуши он никакие не бьет. Это очень трудолюбивый человек. Очень трудолюбивый. Говорят, хозяйство. Да, вообще он очень трудолюбивый. У него с техническим уклоном таким это развитие идет. Очень такое. Вообще все хозяйство, конечно, ведет он. И так как я постоянно была в школе, мне некогда было заниматься этими детьми, по дому. В основном, конечно, воспитанием детей, подготовкой к Новому году, или какой-то костюм нужно. Все это отец. Он может сшить, скроить, посоветовать. И все это строится у него на доброй ноте. И как это он успевал делать и работая, и смотреть за домом. И то, что я работала и получала какие-то благодарности, это я благодарна только ему. Потому что, уходя на работу, я возлагала все надежды только на него. А то, что он говорит, что баклуши, это неправда. Он очень много занимается огородом. У нас теплицы, и в основном теплицами он занимается. Это помидоры выращивает, подбирает сорта, подбирает рассаду. Очень много хлопот, времени на это уходит. И на помидоры, и на огурцы.
И уход за землей, у него это такое теплое отношение к земле. Очень много это делает для того, чтобы земля не просто была земля, а чтобы она плодоносила, вот, чтобы она действительно была хорошая. И очень много уделяет вот этому он. Как распределить, как что вырастить. А моя задача, значит, это консервировать. Но он, конечно, мне тоже помогает, советует. И сам принимает участие вот в том, чтобы что-то приготовить. Очень много делает. Сейчас вот разгар осени, консервировать. Да, сейчас вот разгар осени. И что мы, ну мы что делаем? Вот мы убрали картофель, это законсервировали огурцы, законсервировали, вот консервируем помидоры, консервируем перец. В этом году очень много перца выросло, и поэтому это очень благодатный такой продукт, который позволяет нам что-то законсервировать и на зиму. Это какие-то овощи, чтобы они всегда были при нас, и зимой можно было кушать. Вот. И это, хотя он так говорит, но это очень трудолюбивый человек, и очень добрый, и очень трудолюбивый человек. И, конечно, благодаря ему все это в огороде так у нас есть. Вот. А что касается огурцов, то мы выращиваем грунтовые огурцы и тепличные. Вот так вот грунтовые мы стараемся солить, а тепличные вот эти огурцы, они не каждый подходит сорт. Мы стараемся просто кушать, салаты готовить и все. А дети часто приезжают? Сейчас очень редко. Вот в этом году, я говорю, вот в этом году была дочь из Новосибирска, а старшая дочь уже лет 6 не была. Нет возможности приехать сюда. А вы с ним? И у нас тоже нет возможности. Мы стараемся вот, помогать им и высылать эти деньги. Вот если, например, получаешь пенсию, то, конечно, стараешься хоть немножко высылать, потому что иногда бывает у них такие тяжелые дни, что им надо помочь. Вот. Не выдают зарплату. Стараемся помогать частично всего этого. Да, я Иркутской области, Четрова тут. Последний раз, когда ездили? Там никого нет, ни родных, никого там не осталось, уже всех порастеряли. То, что остались здесь, в основном все съехались. Остался один дядька, вот у меня 84 года вот ему. И все из самых таких, остальные так двоюродные остались братья. И то брат один, только двоюродный. Там сестры еще какие-то есть, но редко кого встречаем. Все разъехались, разбежались, каждый по своей ячейке. Он вообще, Там никого конечно, нет. не любитель, вот не любитель ездить, он не любитель. Неохотно посещает это все, Я часто старается больше. по возможности молодости охотился, сейчас уже нет, зрения нет. Да, я вот не сказала, это прекрасно. Раньше, когда молодой был, вот это, когда мы приехали в Белую гору, он дня это не было, чтобы он не ходил на лыжах вот туда на охоту. Это обязательно, зимой это обязательно охота, а когда приходило лето, это он рыбачил. Причем очень хорошую рыбу добывал всегда. Постепенно, вот когда мы сюда приехали, первое время он тоже очень много ходил. Вы знаете ли, были большие переживания. Уходил часов 7 утра и приходил часов 6-7. И целый день находился на морозе. Это при 40 градусных. И когда я возмущалась, говорила, что как же ты целый день там находишься при таком холоде, а он только улыбался, усмехался и все. Но довольно приносил иногда 3-4 зайца. Иногда одного приходит, но очень уставший, но очень довольный. А в последнее время, значит, на охоту он не стал ходить уже. Во-первых, в лесу ничего нет, а так как ничего нет, то он больше всего увлекается этой рыбалкой. Это его страсть, это его с молоду страсть. Вот хотя иногда я и ворчу на него, но это, знаете ли, это уже в крови у него эта рыбалка. Он будет, хоть в какую погоду он поедет, ветер ли, ясная погода, все равно он едет. Машина работает или не работает, все равно он едет. Он очень хорошо сам плетет сети. Очень много. Вот когда зрение у него было хорошее, он мог телевизор не смотреть, просто слушать, а сидеть и вот это сети плести. Я просто поражалась вот этой ему способности. И всегда спрашивала, откуда у тебя такая способность, вот что ты можешь так делать.
Ну вот научился, захотел, научился. У него такая привычка: захотел, значит научился. А научился, значит добился. И будет делать до тех пор, пока не научится, это точно, это его черта. И сети плел, и на рыбалку, вот до сих пор вот он ездит на эту рыбалку. И благодаря тому, что, значит, он ездит, мы летом с рыбой. Это хорошее подспорье для нас. Вот когда лето наступает, ничего, никаких продуктов нет, а он съездит, немножечко привезет, но он нас покормит. И все сыты, и все довольны, как говорится. И он доволен тем, что он съездил, и мы довольны тем, что у нас есть. Вот. Если что-то появилось, обязательно своим сыновьям там отправляешь, или дочери отправляешь, или вот в Новосибирск, если она приезжает, то, пожалуйста, мы тоже... Он еще хорошо коптит рыбу, он может копчением заниматься, это хорошо получается у него. Вообще, я не знаю, откуда у него такие способности. Молодец, конечно. Вот как-то приспосабливает все, что возможно. Если эта рыба появилась, но надо так сделать, чтобы она во всех отношениях была. И я солю, он коптит, а это потом постепенно оба пробуем. Ну, попробуешь, хорошо это получается все это. Приехали в совсем незнакомое село, да как было? Ой, нас, вы знаете ли, нас Ни очень... родственников, Никого. ни друзей, Но никого. это никого не... Во-первых, мы по карте искали, где это Майя, да, где это Майя. Вот. Хотя я в Якутске училась По направлению или... по направлению. Но далее вот в министерство пришла, и мне сказали, что есть место в Майе. Ну, значит, я в Якутске училась, а где это Майя, вообще не знала. И когда мы нашли, поехали, значит, с братом сюда, долго-долго ехали. Потом приехали, остановились в гостинице, и на следующий день я пошла в районо. И вот в районо мне, значит, дали место, вот будете работать в Селимае. Нас, как говорится, очень хорошо встретили, и в районо встретили хорошо, и на работе. И дали нам просто маленькую, поселили у одних, это работника связи был Максим Федор Петрович. И вот мы у них жили, хотя у него своя семья была, и мы вот с ребенком приехали, со старшей дочерью, да, якуты. Но было вот самые теплые воспоминания, вы знаете, Царство ему небесное, конечно, очень хорошо. Гермогенов, Михаил Подожди, это. Ага, и вот, а рядом с нами жил Гермогенов Михаил Николаевич, да, и Варвара Васильевна. Вы знаете, Григория Михайловича, это родители. Самые теплые отношения, дай Бог, это вот здоровье Григорию Михайловичу, а Царство Небесное вот его родителям, потому что Варвара Васильевна была, это самый теплый, самый близкий человек. Она понимала, что вот когда отец находился в больнице, она всегда меня поддерживала, потому что у меня на руках маленькая девочка была, а когда, значит, отца не было, она всегда и пригласит, и чай попить, и поддержит, и по разговорами, и телефон вот даст позвонить, поговорить с городом, да. И вообще самые-самые теплые воспоминания. Мы сами долго вместе были. Да, пока, как говорится, до кончины Варвары Васильевны, мы всегда были в самых добрых отношениях. Мы к ней ходили, она к нам приходила. И вот это отношение было самое... Тогда не было никаких разговоров, кто-то приехал. Что... Мы приехали, значит, мы нужны были. А я сейчас сразу пошел работать вот в связь. Вы знаете ли, если посмотреть его трудовую книжку, там нет свободного места. Вся книга в записях о достижениях его, вот рационализаторские предложения. У него и я посмотрела, я удивилась и говорю, надо же, говорю, он такой вот, вроде приходил с работы, но приносит зарплату, я говорю, что-то сегодня ты больше принес. Он говорит, ну, если лишнее, отдай, говорит, да. А это ему давали за то, что, значит, он рационализацию какую-то предлагал. Вот. У него это есть, это такая черта. И, по-моему, на работе его вспоминает, и те вот слушают, которые работники связи, они вспоминают его только с теплотой, потому что никогда его не видели, чтобы он ругался, да, или возмущался. Всегда улыбается, всегда смеется, всегда все хорошо. Хотя, может быть, не все хорошо было, все-таки 4 детей надо поднять, надо накормить, одеть, и потом я постоянно в школе и все это. Но он как-то это умел, это все делать.
Вот. Поэтому работники связи вспоминают его только с теплотой. И сейчас не забывают постоянно, вот какую-то поддержку ему оказывают. Вот. И всегда спрашивают, встретят меня, и всегда. Так как он никуда не ходит, то я обычно хожу в магазин, и всегда спрашивают, как Яков Михайлович чувствует, как Яков Михайлович, как он, чем занимается. О, наверное, огородом занимается. Ага. Зимой, конечно, труднее. Галина Лукинична, раньше мы все, наверное, были атеистами, да? А вы в Бога верите? Я верю. Я надеюсь на то, что когда разговариваешь вот с Богом, Он помогает в трудную минуту, и появляется уверенность. Вот даже стыдно что-то постыдное делать, когда вот смотришь на образа Матери Божией или самого Господа. Вот. Поэтому, если когда что-то совершаешь такое плохое, или сказал плохое слово, надо обязательно обратиться и попросить прощения. Вот. Если это искреннее прошение, то прощается это все. Вот. И мне кажется, вот эта вера, она помогает человеку не делать зла. Даже если тебе хочется, то в Библии сказано, что не делай зла другому, и не убей другого, и не оскорби другого. И любовь к Господу начинается с любви к ближнему. Если у тебя теплое отношение к ближнему, значит, да, то это хорошая тропинка к Господу. Ближе. Очень хорошо. А вы крещенные, да? Я крещенная. У меня есть свидетельство о крещении. Вот. Есть свои, значит, вот молитвенник. Вот, молитвенник это посвящен тому, что нужно сказать утром обязательно, что нужно сказать вечером. Вот. И по возможности надо говорить это все на память. Но, как говорил отец Михаил, служитель церкви, он говорит, это само собой не приходит. Это действительно надо долгие годы, вот чтобы человек действительно поверил тому, что что-то существует такое, во что ты должен это верить. Да, с душой. И вот когда, значит, это произойдет, вот когда ты поверишь, то слова пойдут сами уже. Вот, сами, от души они пойдут. И тогда появятся слова на память, ты это уже все это будешь говорить. И тогда появятся слова на память, ты это уже все это будешь говорить. Вот. И дальше есть вот православный календарь на каждый день. Вот какие события происходили со священнослужителями каждый день, вот, да? И вот читаешь про них, и, оказывается, удивляешься, как многого мы не знаем. Вот. Мне кажется, вот эти все глупости, вот эти все преступления, они совершаются от неверия. Сейчас, конечно, у вас много друзей, да? Конечно. Ну, ваши пожелания вот своим друзьям. Угу. Но я вот скоро приближается праздник, вот День пожилых людей. Я прежде всего хочу пожелать тем женщинам, тем людям, которые не могут по состоянию здоровья. Вот, например, Зыкова Дарья Егоровна не может ходить, это выйти куда-то по магазинам, просто пройтись. Или Березкина Александра Максимовна, или Гермогена Варвара Ивановна, да? Да много таких, которые по состоянию здоровья. А вообще хотела бы пожелать хорошей знакомой нашей соседке, это Борисовой Екатерине Антоновне, доброго здоровья. Дай Бог ей здоровья, это очень, очень доброй души человек, приятной души, и есть о чем поговорить, пожелать ей здоровья. Дальше Лидии Алексеевне Кузьминой пожелать доброго здоровья, потому что мы вместе встречаемся, и мужья наши работают, вместе в связи работали. И всех пожилых людей я поздравляю с этим праздником и желаем только здоровья и надежды на хорошее, потому что все пройдет, и печаль, и радость, все пройдет, так устроен свет, все пройдет, только верить надо. Так что все будет хорошо. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и в непогоду дорога.
на этой улице Дорогие Галина подростка Лукинична и гонял Яков по Михайлович, от всей души крышам поздравляем вас с праздником. голубей Пусть в вашем доме всегда будет достаток, уют и покой, а вам и вашим детям здоровья, счастья. Теперь и сам не рад, что встретил, моя душа полна тобой. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Что можно и женщине желать, чтоб счастлива была как мать, и как жена была любима, и как работница ценна, и чтобы вслед ей говорили, как эта женщина красива, как бесконечно молода. Всех поздравляю с праздником и желаю всем здоровья.